Горячая пора для тысячи вчерашних школьников. Второй из самых массовых экзаменов – математика. К слову, в этом году ребята сдают только профильный уровень. Базовую отменили из-за коронавируса. Хадижа Албагачеева в числе тех, кто захотел сдавать профильную математику. С вузом она еще не определилась, однако твердо для себя решила, что пройдет тестирование. Чтобы успешно сдать экзамен по профильной математике, достаточно преодолеть минимальный порог в 27 баллов. А это 19 заданий различного уровня сложности. Если первая часть включает в себя 8 заданий с краткими ответами базового уровня, которые выявляют общематематические умения, вторая – это уже задание повышенного уровня сложности. На все про все 235 минут. К ЕГЭ я готовилась дистанционно, дома, с помощью интернета и других справочников. Поступить я хочу на менеджмент, поэтому выбрала профильную математику. Магомед Картоев тоже решил попробовать себя в профильной математике. В своих силах он не сомневается. Юноша, как и 2500 ингушских выпускников, уже успел опробовать себя на ЕГЭ по-русскому. Поэтому к математике, как и многие, подошел со знанием дела. Это его любимая дисциплина. Юноша надеется набрать высокий балл и поступить в вуз мечты. Программистов больше математика и физика решить дополнительные хаосы. Тестирование на знание алгебры и геометрии в этом году проходят только будущие абитуриенты высших учебных заведений. На базе первой барсукинской школы таких оказалось более 100 человек. К слову, в этом году никаких серьезных нарушений в пунктах сдачи не зарегистрировано. Сказывается сознательность выпускников и строгая организация самого экзамена. В нашем пункте сегодня заявлено 129 участников профильной математики из школ Назрановского района. Вроде бы очень организованно, удачно, четко. Надеюсь, что так и пройдет рабочий день. Результаты тестирования по математике ребята узнают не позднее 24 июля. Следующие на очереди ЕГЭ по истории и физике, намеченные на 13 июля. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.